Музыка затрагивает нас эмоционально там, где одни слова не могут. Это слова голливудского актера Джонни Деппа, которые отлично подходят сегодня. В эфире программа «Культурный код» на телеканале «Осетия и Рештон», и я, ее ведущая, Алика Стеблянская. Без длинных вступлений давайте начнем. А вы замечали, что в последнее время в социальных сетях все чаще можно услышать песни, созданные исполнителями из Осетии, как на осетинском, так и на русском языках, даже на английском. Появляются новые имена и вирусные хиты. Давайте сегодня обсудим, как наши исполнители адаптируют классические мотивы, создавая новые музыкальные направления и жанры. Какие темы их волнуют? Вместе с нашими гостями, талантливыми музыкантами, мы погрузимся в мир музыки и узнаем о новых трендах и перспективах. И узнаем, какая она – современная осетинская эстрада. Ребята, всем привет! Привет. Здравствуйте. Я думаю, что вы уже знаете, что сейчас мы будем обсуждать одну интересную тему. Но перед тем, как начать, я хочу у вас спросить, как представители осетинской эстрады, вы все очень разные и представляете какую-то определенную ее часть. И вот расскажите о том, какой жанр вы лично для себя выбрали. Тема нашей беседы, как вы сказали, современная осетинская эстрада. Ну, я как раз-таки тот музыкант, который развивается в сфере возрождения той осетинской традиционной песни, музыки, лирической песни, по которой ностальгируют, которую любят. На пороге войны простились бравый юнец и девушка, чей нежный взор хранит теперь солдатское сердце бережно. Но это не старые песни, которые возрождаются по новой. Это новые песни, которые написаны на, как правило, я их пишу на стихи готовые, на осетинских поэтов современных, но чаще всего 20 века поэты. И сплетаю иногда, вот только-только вышла песня, например, сейчас «Шушакфат», которая сплетена из двух стихотворений в дуэт. За основу вот в этих песнях лежат стихотворения осетинских поэтов. И этим песням близки тем, кто, чаще всего, наверное, это старшее поколение, ближе им, наверное, потому что они, вот, как я сказала, ностальгируют по той песне. Ну и современные, ну и молодежь, которая любит такой формат песни. И только знакомиться, наверное, еще с произведениями. Да, и если вернуться к теме стихотворений, то это, возможно, забытые стихотворения, либо известные узкому кругу почитателей, да, осетинской поэзии. А тут они в песне звучат, может быть, кого-то это заинтересует. А что за стихотворение? Ну-ка, я его прочту. Получается такое, как популяризация культуры через современную песню. Да, почему говорю, что эта музыка не совсем современная? Потому что, да, она звучит сквозь призму современности в любом случае, потому что я ее представитель, и я все равно вынесу это в современном формате, так или иначе. Но, во-первых, мелодика в ней, мелодизм, да, на первом месте для меня мелодизм, который, возможно, сыгран просто на фортепиано, минимум инструментов. Чаще всего вот к Мадине обращаюсь за аранжировкой, и тоже она меня всегда слышит, когда прошу выявить мелодию, да, на первый план. И это опять-таки мы возвращаемся к той эпохе, когда мелодизм был на первом месте. И поэтому моя музыка не совсем современна, но она имеет своего слушателя. Ну, есть у нее свой слушатель. Я пока что за рамки жанра попсы не выходила. Конечно, хочется поэкспериментировать, какие-то планы есть. Но пока что вот двигаемся в таком вот направлении. Вот тоже хочется как-то в современной какой-то подаче национально-осетинские песни показывать людям. У меня тоже вообще поиск себя начался с попсовой, наверное, музыки. И этот жанр плавно перешел на осетинский язык. Я вообще планирую смешать именно фолк. Сейчас пока нет такого прям фолка в моих песнях на осетинском. Они пишутся, есть пока только одна. Только ищешь, получается, звучание. Да, ищу звучание, но я смешиваю фолк и электронную музыку. Как-то так. Ничего себе. Планирую в таком формате.
alsa darwaza mamashina kawana ba wadatan daza karasivul yu mama fa wam sarт я рух штантай поту. Еще вот мы с Лерой начали как-то... Вы часто делаете коллаборации, мне Да, кажется. да. Есть и авторские новые, есть и в новой обработке старые песни, тоже минималистичные, вот там чисто фортепиано. Мне очень нравится минимализм. Кстати, у Лери же часто выходят каверы, насколько я знаю. Да, наверное, в неделю 2 кавера примерно мы выпускаем благодаря Мадине. Продуктивность. Да, мы решили заняться этим вплотную. Я все это время искал себя, до сих пор ищу свое направление, потому что то меня бросает в оперу, то меня в попсу. Но все-таки, наверное, меньше всего я бы хотел быть в попсе именно, что-то хотел бы связать свое творчество больше с классической музыкой, с медленной, спокойной, чтобы я смог людям больше рассказывать. То есть больше не петь, а рассказывать. Надо мною тишина, небо полное дождя, дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все в бездну сорвалось, свободным стану я от злая добра. Вот, кстати, очень нравится, когда в песне звучит, когда песня доносится как история, когда исполнитель, может быть, не слишком думает о своем вокале во время исполнения, а именно доносит историю, вот о чем сказала Леря. Это очень, мне кажется, вот тогда доходит до слушателя точно. А вот, кстати, это очень интересная тема. Про что сейчас предпочитают говорить современные остинские исполнители? Какие темы интересуют слушателей? Наверное, как и всегда было в моде петь о любви, чтобы каждый самая основная тема. да, чтобы каждый представлял, что это там каждая девушка сидящая, она думала, что это эта песня про нее, ей единственная поется. Это, наверное, тема номер 1. Ответвление — это про расставание. Очень Да. популярно. Вообще песня рождается из чего? Из страданий, грубо говоря, из депрессий и депрессивных состояний. Даже красивые, даже очень танцевальные песни. Самые красивые песни, они рождаются из таких переживаний, да, глубоких. Даже какие-то позитивные песни? Даже позитивные, да. Потому что, я из позитива не знаю. Кто может написать песню, находясь, будучи в позитиве? Если без глубины. Очень много песен. Бывает там какие-то свадебные, на какие-то торжества, на праздники всякие. Это тоже достаточно актуально, в принципе, всегда, как и сейчас. Чтобы не зацикливались на своем вокале, то есть не имеется в виду, что человек может быть не профессионалом и просто думать о истории, о том, что он доносит. Просто меньше, может быть, вот человек, когда думает, я сейчас мелизмы там спою, а сейчас вот у меня расщепление там в Меньше голосе будет. технических Да, моментов. да. Вот сейчас, мне кажется, не хватает больше, хочется души, нежели вот этих всех нюансов красивых. Потому что этого и так много. Даже смотришь телепроект, да, тот же голос. Так все как классно поют, не придерешься. А запоминаешь все равно раз, два, троих, потому что они вот как-то смогли индивидуально себя выявить про это. А вот, кстати, есть ли сейчас какая-то формула успешного артиста? Что нужно иметь, какие качества в себе иметь исполнителю начинающему, чтобы вот стать звездой? Чтобы, вот как сказала Мадина, доносить свое видение на как можно больше слушателей? Первое самое — это вести соцсети. Это самое основное. Это что касается, что делать. А каким быть? Самобытным. Да-да. То есть не трафарет да, какой-то, нет да, какого-то да. трафарета образца, скорее вот свое, да, нести. Не стараться, вот еще, что сейчас очень распространено, это стараться похоже на кого-то спеть там. Вот меньше этого и больше себя, наверное, своего какого-то внутреннего мира. Вот Мадина сказала про соцсети, все-таки они сейчас, по сути, определяют, кто звезда, а кто нет. Даже многие песни, как сейчас говорят, вирусятся благодаря коротким видео, скажем так. И вот как вы думаете, недавно же совсем тоже остинские песни завирусились в социальных сетях. Почему так произошло?
что сейчас цепляет пользователей? Что касается тех, что завирусились, я думаю, тут просто дело в том, что это именно фолк, этника остинская. И плюс очень много наших соотечественников по всему миру, и все скучают по своему вот этому народному, родному, и слушают. Поэтому распространилось так. Ну вот, кстати, есть ли у них потенциал у других исполнителей из Осетии на осетинском, может быть, на русском, но чтобы исполнитель был из Осетии? Вот есть ли потенциал, чтобы продвигаться и чтобы вот по аналогии, например, с Казахстаном. Сейчас очень вирусятся песни оттуда, очень много хитов. В данный момент пишется хорошая музыка, интересная. И поэтому, если в современной обработке на свой лад, если перевести, как бы свое видение показать, то очень даже интересно звучит. То есть это можно даже вывести на мировой уровень. Вполне, потому что многие не будут изначально понимать, на каком это языке, потому что это как бы их начинает как бы цеплять сначала. Потом, уже когда интересно становится людям, а что это за язык, и они уже начинают как бы забивать. Там как бы страна происхождения, язык и тому подобное. То есть автор, исполнитель уже начинает как бы интересоваться человек. Поэтому я думаю, что как бы все шансы есть. Это дело времени, скорее. Но сейчас, потому что, может, я не знаю, но мне кажется, больше, чем трек Бадола, сестер Царикаевых, ничего не завирусилось. Но если мы говорим именно об осетинских песнях на осетинском языке. Так, конечно, если на русском языке, то это Мияги, Да, у нас есть это уже представители такой Яги. уровень. Есть еще ребята, сейчас Тара тоже исполнитель, есть такой молодой, достаточно хорошо у него сейчас популярность возрастает. Есть девочка, как и Агунда, по-моему, ее зовут. Ну, да, она у нее как-то тоже уже подутихла. Ну, у нее немало Временный прослушиваний. эффект был Если очень. говорить о музыкальных площадках цифровых, то там не маленькое количество у нее прослушиваний ежемесячно. Поэтому, конечно, есть такие, кто выделяются. Это же тоже благодаря соцсетям, вот как раз. Как раз, да, в первую очередь соцсетям, Случай. конечно. Вообще сейчас стало, с одной стороны, легче нам, артистам, заявить о себе, потому что есть соцсети, и ты можешь показывать свое творчество. Но, с другой стороны, такое огромное разнообразие у нас. Те таланты, которые раньше были в тени, все сейчас на виду. И, конечно, среди такого огромного количества интересных творческих личностей, ну, достаточно сложно, да, и конкурировать и так далее. Но это, если здоровая конкуренция, то Поэтому очень будет важно. давать хорошие результаты, будем надеяться на это. Поэтому очень важно собственное видение показывать, да, не похожее Да, на остальное. индивидуальность. Вот, кстати, в тему того, что сейчас очень много людей поют и как-то хотят продвигаться в этой сфере. И вот как только что девочки сказали, что не всегда важен вокал, важна, возможно, какая-то индивидуальность важна. И ведь сейчас не только певцы поют, сейчас поют многие известные личности. Просто вот человеку захотелось, и он записал уже трек. А как вы к этому относитесь? Потому что я знаю, что не все музыканты к этому положительно относятся. Если это известный, ну, как бы был блогер, и он начал петь, то есть, как бы, удачи я ему желаю. Но, во-вторых, как бы, ну, вот мое видение, как бы, моя оценка на все это. Но я не считаю их как бы музыкантами все-таки. Это все делается для того, чтобы начать зарабатывать, и с этого тоже. Как Не бизнес. более, да. Но это не музыкальность. Это уже что-то, это да, бизнес. другой бизнес больше. То есть бизнес сильнее пропиариться, заявить еще о себе. Там, я певец, я художник стал резко, я архитектор и так далее и тому подобное. То есть, но при этом они не являются как бы, вот этим всем. То есть мало кто из них на самом деле умеет петь. То есть, ну, это как Да, бы все из и них. даже если без сильного вокала что-то передать эмоционально, мало кто тоже. Ну, там все. Но есть. Но работа редко, большая при этом. редко. Работа у них, я думаю, большая как бы совершается. То есть там и танцы готовятся, и номер целый. Но все-таки, как певцы, они, думаю, что как бы далеки. Это больше перформанс, скорее, блогерский. В любом случае, для того, чтобы быть профессиональным музыкантом, исполнителем, певцом, нужен колоссальный труд. Над этим прям очень много нужно трудиться, и, естественно, для этого нужно время. Поэтому, когда блогер вчера еще не пел, а сегодня запел, конечно, люди, которые долго и упорно трудятся над собой, могут как-то ревностно к этому относиться. Есть такой момент, конечно, я тоже заметила. Это тоже в какой-то степени, наверное, нормально. Ребята, мы вот говорили про
интерпретирования каких-то этнических мотивов. Мадина тоже уже про это рассказывала. Возможно, у вас есть какие-то вещи, над которыми вы бы хотели поработать, возможно, как-то адаптировать современную песню, но пока еще не пришли к этому, но вот планируете. Один пример. Буквально вчера мы отправили на модерацию песню одного исполнителя. Очень интересная концепция. Там смесь фолка, электронной музыки. И у него идея с двумя его личностями в одном треке, в одном кадре даже. Психологически, это да, очень такое интересно. Это будет очень интересно. Короче, очень ждем. Я пока не могу сказать его имя, наверное. Я даже не спросила у него, можно ли об этом рассказать. Но очень интересные... Очень у нас много интересных молодых исполнителей. А вот, кстати, интересно, Мадина занимается звукозаписью. И как вот вы, как специалисты, эксперты, ребята, вот вы можете сказать, в Осетии мы уже поняли, что очень много талантливых ребят, а вот технически можно ли им технически как-то свободно себя выражать, записывать песни? Достаточно ли у нас все это развито? Ну, у нас это развито. У нас есть и аппаратура, и люди, которые записывают. Наверное, проблема номер один – это как бы найти своего звукорежиссера, кто тебя будет записывать, с кем тебе будет удобно работать, в принципе. Вторая проблема – может ли этот человек себе позволить? То есть Вот это большая проблема, да, особенно в Осетии, с нашими зарплатами, Да, извините, то есть конечно. как бы зарплата небольшая, человек может быть как бы очень талантлив, но в силу там проблем, там финансовых или каких-либо иных, он не может себе позволить там как бы студию, грубо говоря. И он начинает записывать там через телефон, через фонарик. Там, На коленках делать, да? Да, материал? кое-как что-то. И, скорее всего, его мало кто заметит. Либо очень случайно, талантливый на самом деле. То есть, если выбирать мою версию, например, да, там типа снято все красиво, записано красиво, и парень будет более талантлив, но запишет это как бы на какую-нибудь Nokia. То есть, как бы видят меня, его, скорее всего, как бы не увидят из-за этого. Ребята, мы уже говорили про коллаборации между артистами Осетии. Может быть, вы тоже уже наметили какие-то классные коллаборации, хотите с кем-то посотрудничать? Или, опять-таки, в Осетии это не так развито, и каждый делает какое-то индивидуальное творчество и не любит объединяться? Для меня мечта — это именно с кино коллаборация. Я к ней иду потихоньку, в каких-то проектах принимала участие, но пока что только иду к этому. У меня уже случилась коллаборация с кино, но с российским кино. Песни, которые я делала, аранжировала, сводила, взяли в кино, и вот они прозвучат 2 песни там. Ух ты. Вот, и я там в титрах. В Осетии вообще-то на самом деле очень много дуэтов. Сейчас Соса Гузаров с Элизой Семенидис, Диана Бессолти с Владом Хохойти. Очень много у нас дуэтов. Вот мы с Лери. Виктория Кисаева, Борис Вика и Клаев. Боря, Да, Тоже да. очень сильный Да. дуэт. Это как раз-таки тот случай, когда прогремело вне Осетии, также благодаря телепроекту. Да, кстати. Вот. Кстати, телепроекты, есть ли в них смысл в 2025 году все-таки для артиста? Возможно, кто-то тебя заметит из жюри, там, или в принципе кто-то сможет тебя заметить, и у тебя найдется тот человек, который возьмется за твое творчество, кто тебя направит именно финансово. Ну, если брать прям конкретные примеры из тех, что уже были, пока я такого выхлопа не видела ни у кого. После телепроектов даже, дойдя до финала, люди просто возвращаются. Чаще так. Да. Даже не могу сейчас вспомнить тоже. Да, не могу. То есть это скорее исключение из правил? Исключение из если- правил. Если что-то кого-то заметили, это прям большая редкость. Исключение из правил, да. Ну, потому что после проекта, мне кажется, надо выпускать свои авторские интересные Активно. песни. Да. Активничать. А многие просто там выступили, и потом идут обратно петь по ресторанам. И то есть ты обратно возвращаешься на этот же уровень. Если описывать осетинскую современную эстраду сейчас, как бы вы ее описали все-таки на сегодняшний день? Мне так и хочется снова сказать возрождение старой музыки. Ну, очень много версий. То есть если описывать кавказскую музыку в целом, это, конечно же, для каждого региона она своя. Но вот если из последнего, из топ-чартов российских там брать подборки, скажем так, что завирусилось, то мы можем наблюдать, например, исполнителей из Карачаева-Черкесии. Это вот Ислам Итляшев, Султан Лагучев. Это вот такие немножко, если так можно выразиться, ресторанные песни. Такой ресторанный жанр. Но очень нравится людям почему-то. А вот если описывать конкретно нашу республику, заходит ли у нас что-то подобное? Или у нас все-таки другое что-то людям Мне нравится? хочется сказать, что у нас это слишком похожее.
на то, что вы изначально, какие имена назвали. Я их, честно, не слушаю, такую музыку, но, по-моему, вот то, что мне попадается на слух, это очень похоже на то, что вы назвали. На то, что сейчас выпускается, в принципе, по сети тоже. Ну и как будто бы все равно какие-то новые. Вот иногда послушаешь, что-то попадается в соцсетях, что-то интересное даже в этом жанре как будто появляется. Я бы сказал, что это Индивидуально, не да? заходит, а залетает прям, наверное, все-таки, особенно в каждом ресторане, из каждого дома, из каждой машины, как бы на приоре особенно. То есть каждый парень должен включить ее на полную громкость, чтобы все как бы знали, что он как бы из Кавказа. И петь такие брутальные песни, как бы слушая, ну, когда будут девочки типа слушать, типа, какой же он брутальный, какой же он сильный мужчина, а он там, конечно, называет ее змеей подлой там, и так далее. Ну, я вообще как бы не сторонник, но я считаю, что если вдруг у меня не получится в творчестве, то, как я себе это вижу, там, в пении, в голос мой сядет, там, я не знаю, что-то со мной случится, прям плохое, как бы, не дай бог, я пойду на Кавказ, да. Ребята, вот все-таки через 5 лет остинская современная эстрада, как вы ее видите? Какой она стала? Но мне, например, хочется верить, что через 5 лет будет много песен на остинском, на дегорском, на кударском языке, которые будут слушать по всему миру. Они будут сделаны качественно, очень талантливо, ярко, и о них будут знать везде. Я думаю, что вы способствуете развитию остинской музыки, и она только и будет процветать, и вот, возможно, все будет, как и сказала Вероника. Дай бог, честно, я очень этого хочу. Очень искренне. Так Дай что бог. через 5 лет обязательно повторим наш разговор и посмотрим, что поменялось. Все, договорились, хорошо. Обязательно. Спасибо большое, ребята, что сегодня пришли к нам в уютную Спасибо. студию. Спасибо. Спасибо за приглашение. Злые улицы, семья и все самое мрачное, что есть в Нью-Йорке. Рассказываю, с какими темами работает главный киногангстер Голливуда. Мартин Скорсезе родился в Нью-Йорке. Детство он провел в довольно опасном бандитском районе «Маленькая Италия». У молодых людей там выбор карьерного пути ограничен. Лавочник, рабочий, священник или гангстер. Мартин много наблюдал за жизнью их всех, особенно его заинтересовали гангстерские банды. Эти наблюдения режиссер не раз переносил на экран. Чаще всего героями фильма Скорсезе являются мужчины, которые находятся под сильным давлением среды и общества. Они – неудачники, оказавшиеся на дне и любыми способами пытаются подняться выше. При этом Скорсезе их совсем не романтизировал, как это бывало в фильмах нового Голливуда. Для него гангстеры – это люди с внутренней травмой. Режиссер исследовал, почему же они стали такими жестокими и как пришли в эту точку. Но оправдать их не стремился. Некоторые молодые герои могут быть харизматичными и привлекательными, но Скорсезе всегда подчеркивал, за преступлением следует наказание. Вместе с Копполой и Вуди Алленом он участвовал в создании альманаха «Нью-Йоркские истории». Для Скорсезе его семья, особенно мать, имела огромное значение. Он снял свою маму в своем первом фильме, а позже его родители Чарльз и Кэтрин появлялись и в других картинах. В «Таксисте» Скорсезе эпизод с участием матери вырезал, на что она сильно обиделась, а «Цвет денег» она назвала нашим фильмом. Мартин посвятил своим родителям документальный фильм «Итало-американец». Работая над ним, он узнал много нового об истории своей семьи, жизни итальянских иммигрантов и швейном квартале. Там его отец трудился гладильщиком, а мать – швеей. К слову, в этом фильме Кэтрин Скорсезе рассказала про свой фирменный рецепт фрикаделек. Ну вот и все, время пролетело быстро. Вот и наш очередной выпуск заканчивается. Это не повод грустить, ведь совсем скоро мы вернемся с новой интересной темой. С вами была Алика Стеблянская, программа «Культурный код» на телеканале «Осетия и Рештон». Пока-пока!